Первый день осенней призывной кампании начался с возложения цветов к мемориалу погибших воинов в парке боевой славы в Сухуме. На службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Все они понимают, что нужно отдать долг Родине, и на этот шаг идут осознанно. Я считаю, что каждый мужчина, вне зависимости от того, какие там обстоятельства, он должен пройти армию. Так было раньше, так должно продолжаться, потому что это, не зря говорят, школа жизни, ее нужно проходить. Это то, что определяет человека, закаляет его характер, приучает к дисциплине. То есть это та необходимая вещь, которая нам нужна. Поэтому отношение самое положительное. Я считаю, каждый должен пройти и отдать долг своей родине. Первая у нас сегодня отправка молодого пополнения на действительно военную службу, которые потом дальше пойдут, значит, служить в наши войска. На сегодняшний день, слава Богу, что у нас такой тяжелой службы нету. Есть все условия для того, чтобы они спокойно служили, ели и были одеты. Затем призывники направились в республиканский призывной пункт для прохождения медицинской комиссии. Будущие защитники Родины проходят визуальный осмотр сразу у нескольких врачей – окулиста, терапевта, отоларинголога, невропатолога, психолога и хирурга. Проходя в республиканском призывном пункте, если появляются жалобы какие-то или там какие же обследования были пройдены этим же призывником и результаты каких обследований, анализов, медицинских заключений, все, что присутствует, мы все это анализируем, смотрим. После этого выслушиваем жалобы. По жалобам и по имеющейся медицинской документации разные заключения бывают. По итогам осмотра на основании уже имеющейся медицинской документации каждый специалист дает оценку состояния здоровья призывника, а уже по результатам медицинского освидетельствования в письменной форме оформляется комиссионное заключение о годности юноши к военной службе. Осенний призыв на действительную военную службу заканчивается 28 декабря, а срок службы молодых людей остается неизменным – 1,5 года, и год для призывников, окончивших вузы. Солдатам предстоит нести службу в разных воинских частях в соответствии с уровнем образования и гражданской специальности. Саид Джарсали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.